Добрый вечер, дорогие телезрители. Снова, как всегда, по выходным, включив 20:00 свои совершенно разнокалиберные телевизионные приемники, вы попадаете на благословенный канал Саха-24, и по которому транслируется передача «Дом с умом». И я с вами, Дмитрий Аргунов, рассказываю вам про тонкости экспериментальной нашей телевизионной стройки. В прошлом нашем выпуске остро встал вопрос, что же поместить в качестве утеплителя непосредственно в сам профиль, который отличается, не побоюсь тавтологии, достаточно сложным профилем. И в качестве одного из вариантов сотрудники завода базальтовых материалов, пионера инновационных технологий в республике, предложили использовать базальтовую вату. Вот можно взять немножко образца. То есть это исходный материал, из которого прессуются всем известные базальтовые плиты. Так как плиты сами по себе достаточно жесткие, я думаю, что в сложный профиль небольшими сегментами можно будет поместить вот эту самую базальтовую вату. Получится это или у нас, или нет, об этом вы узнаете или в этом, или в других выпусках нашей программы «Дом с умом», которую веду я, Дмитрий Аргунов. Получается, я представляю вам Петра Неустроева, человека, который имеет большой опыт работы с технологиями именно ЛСТК и утепления ЛСТК. И, Петр, вот у нас такой вариант проскочил. Можно ли запихать в профиль ЛСТК непосредственно вот эту вот самую вату? Ну, в принципе, возможно, потому что как бы твердую вату запихать как бы это трудно. Получается, там есть, как там называют, выемки, да? Ага. Вот туда твердую вату запихать трудно, а вот именно посредственно мягкую вату там удобнее будет как бы запихать. Так, в принципе, такой вид строительного материала в виде матов, он же существует, да? Он существует даже, как бы, вот уже говорили, как бы у них есть производство, да, но у них не налаженное, да, или как там. В принципе, возможно, как бы этими матами, да, утеплить. Ну, в смысле, это как изовер или как это назвать? Ну, как некоторые марки изовер будут. Да. А почему бы не ну, в принципе, вот эти самые плиты, это и есть прессованные маты, получается, да? Да. Да. Что еще из отходов крупнейшего республиканского производства можно использовать в качестве утеплителя? Вот ты показывал какие-то шарики. Шарики это уже, наверное, отходы. Можно как бы есть такой материал, как бы как цепучий, ну не цепучий, а насыпной базальт. Насыпной базальт. Можно его применить, в принципе, в чердаке и на полу, получается, это утепление. И просто и можно еще использовать как бы надувным способом, да, можно надуть прямо проемы стены именно в каркасном строительстве, получается. Петр, а вот вата, она обладает меньшей плотностью, чем плиты, да? Да. Если мы проемы наши заложим, не понизится ли теплопроводность? Ну, получается, именно в нашем проекте, получается, в вашем проекте мы утепляем, получается, снаружи, да, еще сколько там сантиметров было, а полость это уже как бы дополнительное утепление. Это как дополнительное. В принципе, особо теплопроводности, наверное, нет. Там же возникнет вопрос тогда, куда сместится наша точка росы, получается, просто, да? Если сам профиль находится в контуре теплого воздуха, в теплом контуре, скажем так, да, то просто будет сдвигаться, не будет ли от плотности вот внутреннего утеплителя зависеть, где будет образовываться точка росы? Мое сугубо личное мнение, чем, наверное, не изменится. Не будет влиять, да? Хорошо.
Хорошо, тогда мы с собой возьмем в качестве образца вот данный материал, да, тут много, и попробуем произвести какие-то там эксперименты. Да. Хорошо, спасибо. В нашей передаче мы рассматриваем все аспекты, все этапы строительства индивидуального жилья. В нашем случае в городских условиях садово-огороднического товарищества, которое мы переводим на ИЖС. И в прошлой нашей передаче мы озаботились вплотную, какой утеплитель мы будем помещать в профиль нашего каркаса. Здесь может применяться насыпной утеплитель, это эковата, либо пеностекло, либо молотый базальт, скажем так, промалывается в маленьких мельницах, либо плитный базальт. А сейчас мы заняты тем, что в аварийном порядке с помощью чудо-специалистов торгового дома «Элеком» в спешном порядке прокладываем магистральный кабель в полости, вернее в профиль, чтобы проводка вся осталась внутри стен. И Степану Брызгалову, который выполняет этот этап работ, приходится просто нелегко, так как гофр, он предназначен для укладки в таких гладких, скажем, условиях. Помещений, как в полые пространства. Полые пространства. То есть вот эти скажем, дырочки в нашем профиле, они активно сопротивляются прокладке вот этого самого гофра. Если бы гофр был бы диаметром чуть даже побольше, мы бы испытали гораздо большие трудности. И через некоторое время в нашей же передаче мы будем рассматривать вопросы инсоляции, которые также предлагает торговый дом «Элеком». Вот солнечные панели, о которых мы говорили, да? Магистраль остается магистралем. И солнечные коллекторы, которые применяются в системах отопления, интегрированные в систему отопления. Об этом нам тоже расскажут наши респонденты, которых мы будем с пристрастием допрашивать в рамках нашей передачи «Дом с умом». И говорит нам оператор проекта Петр Шестаков: сделайте героические лица, сделайте вид, что не боитесь высоты. А на самом деле мы жутко дрожим, поскольку высота тут метров так 30-40, скажем так, да. И мы начинаем рубрику «Лайфхак». То есть мы хотим раскрыть все те моменты, которые так или иначе относятся к энергосбережению, да, Андрей? Но не относятся к нашему объекту, ни к первому объекту, ни ко второму объекту. И пока у нас затянулась такая очень долгая катавасия с определением и теплопроводности, и других характеристик нашего внутреннего основного утеплителя. Дело в том, что утеплитель бывает разный, да, скажем, мы почему зацикливаемся только на сахабазальте? Просто у сахабазальта расположено здесь производство, и мы могли видеть исходное сырье. На самом деле количество минеральной плиты на рынке представлено море, начиная от Технониколи, заканчивая очень качественной маркой Роквул, который нам настоятельно рекомендую, кстати, проложить как альтернатива насыпному утеплителю. Но дело за нашими строй- и энергоаудиторами, а мы пока начинаем рубрику «Лайфхак». Лайфхак проекта «Дом с умом». И первый гость рубрики «Лайфхак» — это, конечно же, солнечный человек, замечательный инноватор, я бы сказал, иннобатор, продвигатель передовой мысли и не бывший, а пожизненный спикер программы «Один из нас» Андрей Колодезников. Здравствуйте, Андрей. Как я вижу, вы находитесь непосредственно на объекте, где вы монтируете достаточно интересную систему. Расскажите немного вообще о том аспекте, что инсоляция является дополнительным источником энергии. Вообще, на самом деле, многие люди думают, что солнечные батареи это только для электричества. Во всем мире 80% под солнечными батареями подразумеваются системы, солнечные коллектора, которые нагревают воду. В наших условиях мы начали применять это не для отопления. То есть, в чем заключается система? На крыше, либо на самом высоком месте солнечном выставляются вот такие вот коллектора. Это вакуумные коллектора.
То Те есть, самые вакуумные трубочки, да? да, те самые вакуумные трубочки. В этих вакуумных трубочках внутри находится медная пластина. Медная пластина, нагреваясь на солнце, нагревает вот здесь вот коллектор. В этом коллекторе жидкость. Теплообменник, я бы сказал, да? Жидкость, Ага. именно жидкость, да, не замерзающая, типа тосола, да. И эта жидкость, нагреваясь, перетекает в дом и нагревает отопление. То есть, когда есть солнце, мы можем жить без ничего. Без отопления. Бе- Не тратя газ. Не тратя газ, не тратя дрова, не тратя уголь, не тратя электричество. Мгм. Хорошо, а в зимний период, скажем, ну не в зимний, так осенний, а весенний период, когда все-таки есть необходимость постоянного, скажем, отопления нашего жилья, да, как интегрируются системы солнечных коллекторов в общую систему отопления? Допустим, мы вот это вот интегрируем сейчас газовым котлом. Газовый котел выставляется по температуре. То есть вы выставляете, допустим, 60 градусов, и он включается только тогда, когда температура понижается. Да. Ниже. Здесь, благодаря этой же, мы интегрируем в эту же систему, и если есть солнце, температура у вас не опускается. Солнца нету, температура опустилась, газовый котел включился. При нашей инсоляции в Якутии, да, это начиная с середины февраля по октябрь включительно, можно использовать солнечные коллектора для отопления. Причем, чем севернее, тем выгоднее. За счет чего? За счет того, что у нас очень много солнца. Ну, на севере-то где там много солнца? На севере солнце вообще не садится. А, в этом плане? Да. Ну, да, аспекты полярной тундры и так далее. Ну, Да. там бы людям как бы жилье-то постоянное поиметь. Нет, а вы представьте, что, допустим, благодаря солнцу вы будете экономить уголь, туда завозимый, мазут туда завозимые, какие-то нефтепродукты туда завозимые. Да? И если вы из 10 танкеров, которые туда уходят, будете экономить один, это бешеная просто экономия. Здесь 8 коллекторов, они рассчитаны для отопления 160 квадратов. 160 квадратов. 160 А квадратов. площадь самих коллекторов? Площадь одного коллектора 3 квадратных метра. Он рассчитан для наших условий для отопления 20 квадратов. 20 квадратов. 20 То квадратов. есть, в принципе, Достаточно для отопления. В моих условиях, когда у меня 50 квадратов площади, да, мне было достаточно 2 коллекторов. Да, в ваших условиях достаточно 2 коллектора. И, ну, надо сказать прямо, что это будет не основное отопление, а дополнительное. То есть, но в чем плюс? Вы один раз купив, больше не будете тратиться ни на что. Потому что тепловая энергия у вас будет от солнца. От солнца. Хорошо, стоит немножко рассмотреть, да, но у нас, конечно, смета, у нас вообще бюджетная стройка, да, бюджетная. И поэтому, ну, в перспективе только можно рассматривать возможность установки, поскольку все-таки система отопления вещь довольно гибкая, да, она и гнется как трубы, и модернизируется по самое не хочу. Андрей, вот смотрите, общие теплопотери нашего дома составят 7,5 киловатт, да? Сколько еще накидывать на ГВС? То есть все это будет, конечно, зависеть от суточного Это потребления. будет, да, от суточного потребления, сколько Ну, в людей среднем. будут жить. Да, 2 человек сколько будет тратить? Я думаю, что минимум, там, ну, если вы добавите киловатт, вот это достаточно. Киловатт Да. на ГВС. Причем это же будет у вас, вы будете нагревать солнцем бак-аккумулятор. То есть бак-аккумулятор, чем он больше будет, тем будет лучше. То есть мы сейчас устанавливаем где-то тонну. Если тонна нагретой воды у вас будет, она практически остывать никогда не будет. И с помощью коллекторов вы будете только догревать его. Вообще, лицо твоей фирмы — это такой маленький коллектор, который стоит везде, начиная от Сайлыков, заканчивая Чукурдахом, да? Да, это маленький коллектор, он со встроенным баком. То есть бак уже непосредственно, нет никакого теплообменника, непосредственно в трубках нагревается вода. Самый простой вариант и самый быстрый нагрев. То есть, если вы ставите на даче, даже не на даче, в частном доме, и начиная с мая месяца у вас постоянно горячая вода. Постоянно горячая. Постоянно, просто... Это, на самом деле, по аспектам благоустройства, да, это один из немаловажных факторов, которые человек, скажем, подталкивает человека к жить или не жить в частном секторе. И причем это качество жизни намного выше. То есть, когда ты знаешь, что у тебя постоянно есть горячая вода, это уже, ну, чувство комфорта намного выше. Вот, допустим, даже этим летом, да, если
если у меня в квартире в каменном доме воды не было все лето, да, горячей, а на даче у меня всегда есть горячая вода, то вообще комфорт. И можно помыться, Да. постирать, помыть посуду и тому прочее. Хорошо, Андрей, ну наша программа и не в последнюю очередь рассчитана для рачительных хозяев, скажем так. И вот сидит какой-нибудь такой мегаскоредный человек, который говорит, даже 20 лет эксплуатации на затратах газа я сэкономлю, ну, если там 1000 рублей в месяц, за 20 лет получится энное количество суммы. Да? Хорошо, для рачительных хозяев система от 160 квадратов, которая рассчитана, да, по затратам, насколько выйдет и вообще стоит ли, скажем так, задуматься о каком-то кредите или чем-либо, чтобы моментально взять и поставить установку? Здесь надо О затратах реально. Да, думать о конкретном доме. То есть у этого дома высокая крыша, так, длинная трасса, большие насосы циркуляционные, поэтому здесь цена достаточно большая. И причем здесь заказчик заказывал максимум то, что может быть. Да? 2 коллектора, сколько это будет примерно по затратам? По затратам вместе Плюс с баком аккумулятором, с контроллером, с циркуляционными насосами где-то около 200-250 тысяч выйдет. 200-250 Да, тысяч. да. И при этом я, скажем так, в ближайшие 25 лет не буду знать проблем с горячей водой. С горячей водой, и вы будете с И отоплением. отоплением экономить. И отоплением. Да. То есть потраченные на текущий момент 200-250 тысяч рублей принесут, скажем так, энное количество экономии, опять же, за период эксплуатации. Причем надо запомнить, что каждый раз энергоносители будут дорожать, а вот это оборудование, оно будет окупаться моментально. То есть, потому что у вас только от солнца, больше ничего нет. Огромный фактор энергосбережения – солнечные коллекторы, которые все больше и больше внедряются, скажем так, в нашу обыденную жизнь. Как уже говорил Андрей, начиная с Жатая, заканчивая Чукурдахом, в глухих Саилыках. Даже, кстати, есть аспект такой, что сенокосчики берут вот эту трубу, Да? скажем так, Для вакуумную нагрева. трубу, отдельно наливают туда воду, и когда уходят, скажем, на трудовые подвиги, оставляют эту трубку к приходу на обед. Вода кипит. Вода кипит, горячий чай, сильвупле. Так что мы регулярно будем обращаться к тем или иным методам, которые позволяют экономить или на отоплении, или на электросбережении. Кстати, вот те солнечные панели, которые 20% остаются, да, это на производство энергии, они тоже специфичны, скажем так. В наших условиях очень выгодно, становится теперь. Очень выгодно. Причем есть такое понятие стабильность питания. То есть, если когда надо вам стабильное питание, это как для циркуляционных насосов отопления, для газового котла, да, вам всегда нужно питание. То есть, вот это уже независимо, вам электричество подает город или нет, а вам всегда надо, зимой, допустим, да, в любое время. Вот. И вот для этих целей солнечные панели, фотоэлектрические, они вообще просто выручают. Для, допустим, 2-киловаттного питания вам надо обязательно 2 киловатта солнечных панелей. Вам может быть и достаточно 300 ватт. Я думаю, что оптимум это будет 500 ватт, да, и при этом 2-киловаттный инвертор. Но 2-киловаттный инвертор, они тоже подразделяются. Вам надо брать инвертор, который работает с чистым синусом, потому что вероятнее всего газовый котел с пусковым током. Пусковой ток, наверное, 1,5 киловатта, киловатт-1,5. Если без этого вы будете брать, ваши аккумуляторы сразу будут проседать. То есть вы включили котел, и у вас аккумуляторы умерли. Так? Сейчас есть инверторы, которые работают с синусом. Чистым синусом, вы его ставите. Производитель какой? Российские производители, они есть, они очень распространены. Да? Вы его ставите, и то есть у вас получается, что у вас будет всегда питание за счет, допустим, 300-ваттной панели, 2 панелей по 150, допустим, да, инвертор и желательно побольше, пару гелевых аккумуляторов. Емкостью на Емкостью. Не, по 200 хотя бы. 200, да? Тогда вы защищены, допустим, если у вас будет нагрузка с газовым котлом, с каким-то дежурным освещением и с циркуляционными насосами. Да? У вас нагрузка где-то киловатт вот так вот будет выходить. Вы будете сидеть без света от 4 до 6 часов.
Я думаю, этого достаточно. И при наличии солнца вы сможете сидеть еще, ну, то есть световой день вы легко проживете, а ночью вы сможете 6 часов прожить. Отлично. То есть мы продолжаем, еще раз говорю, рассматривать ПОМ, поскольку наши эксперты заняты мыслями, какой утеплитель все-таки применить по качеству и по теплопроводности. Мы занимаемся тем, что рассматриваем лайфхаки, которые пригодятся будущим и нынешним домовладельцам, которые значительно облегчат жизнь и в плане энергосбережения, и в плане каких-то, ну, страховочных каких-то моментов. Да? Спасибо, Андрей Кимович, удачи в вашем солнечном деле. Мы всегда были обращены к вашей солнечной программе, скажем так, внедрения солнечных технологий лицевой стороной, никогда вот так вот остановились, да? Ну, так что еще раз спасибо и загляни как-нибудь на стройку, посмотри. Хорошо, обязательно. Спасибо большое. И пока наши стройаудиторы, энергоменеджеры заняты и подбором персонала для монтажа утеплителя, и выбором самого утеплителя, предложений которого на рынке огромное количество, мы продолжаем нашу рубрику «Лайфхак». И наступила очередь поговорить о немаловажной детали наших домов, входных дверях и гаражных воротах, через которые, по разным оценкам, до 70% тепла уходит на так называемый обогрев тундры. И поскольку наш проект является, ну, очень бюджетный, нам очень выгодно правильно соотнести цену и качество и заполучить вариант гаражных ворот и входных дверей, ну, минимум на 1000 ниже, чем предлагается на рынке. Поставили себе такую твердую задачу уложиться, как я уже сказал, 1000 на 10 ниже. Это возможно. Возможно, поскольку у нас под рукой оказываются различные устройства, в которых везде есть интернет. И, исследуя предложения на рынке, мы остановились на торговой марке Zyger, которая наряду с такими брендами, как Дорхан и Alutech, присутствует на нашем якутском рынке. О процессе приобретения гаражных ворот, и там же мы, кстати, приобрели двери с терморазрывом. Открывайте сайт компании Мироград и связывайтесь с очень дружелюбными, приветливыми менеджерами компании, которые рассмотрят конкретно ваш случай, ваши размеры притолоки, высоту притолоки и многое другое. Выбирайте цвет, оформление, там можете выбрать золотистый дуб или стандартные цвета, это коричневый, белый и тому подобное. В тот же день вы получаете счет на оплату по электронной почте, оплатив который вам остается только лишь ждать. В чем фишка? Фишка в том, что через 2 недели из города Новосибирска гаражные ворота фирмы Zyger прибудут к вам абсолютно бесплатно. Как нам объяснили те же дружественные потребители-менеджеры новосибирской фирмы, ворота Zyger изготавливают из сэндвич-панелей, производимых в Швейцарии на заводе Texeda, который обладает следующими характеристиками. Толщина стального листа сэндвич-панели 0,45 мм. Заполненная жестким пенополиуретаном сэндвич-панель обеспечивает термическое сопротивление эквивалентной кирпичной кладке толщиной 530 мм или 53 см, как вы посчитали. Хорошим тепловым характеристикам ворот в сборе соответствует также уплотнение по периметру полотна и между его секциями. Отсутствие мостика холода обеспечивает термическое сопротивление ворот, панели не промерзают на стыках, что особенно важно учитывать в условиях нашего северного климата. Как вы видите, ворота Zyger не отстают, а по некоторым параметрам даже превосходят аналогичное предложение других производителей автоматических ворот. И назревает вопрос, зачем, находясь в стрессовой ситуации из-за строительства, переплачивать за те же характеристики? Ведь даже в этом нелегком деле можно сделать себе и своему бюджету приятное, разгрузив тот самый бюджет на 10 000 рублей.